сегодня, отбросив все наши обиды исторические, современные, на психологическом уровне воздействия, которое оказывалось на нас, надо это все отбросить и заявить о том, что Кавказ един, и Кавказ – это единый организм. Геноцид в Ходжала, когда был уничтожен целый город российской армии, 366-й мотострелковый полк. Первыми, кто отозвался на наше горе, на горе азербайджанцев, были чеченцы. Вот. Тогда покойный Джухар Дудаев направил туда сотни чеченцев. Для Кавказа тоже создавать такие подразделения наших офицеров кавказских не имеет значения, это грузины будут, чеченцы будут или азербайджанцы будут, объединенный макет создавать как по стандартам НАТО, который сегодня есть. Приветствую зрителей и слушателей на канале iNews, Ичкерия News. 27 июня 2026 года состоялась международная конференция, организованная движением именем Грузии, посвященная будущему Кавказа и перспективам построения свободного, мирного и независимого региона. В работе конференции приняли участие представители кавказских народов, общественных и политических организаций, национальных ассамблей, правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании, а также представители Азербайджана и Грузии. Встреча стала важной площадкой для открытого диалога между силами, объединенными стремлением к мирному, демократическому и свободному будущему Кавказа. В ходе конференции участники обсудили современные вызовы, стоящие перед народами Кавказа в условиях сложившейся международной и региональной политической ситуации. Особое внимание было уделено вопросам консолидации усилий, развитию взаимодействия между национальными движениями и организациями, а также поиску совместных решений, направленных на обеспечение безопасности, свободы и устойчивого мира в регионе. Одним из ключевых итогов конференции стало решение начать широкий диалог о создании координационного органа, который смог бы объединить усилия различных движений, организаций и представителей народов Кавказа для совместной работы над общими целями. Участники подчеркнули, что только через сотрудничество, взаимное уважение и постоянный диалог возможно добиться долгосрочного мира, стабильности и процветания на Кавказе. Все выступающие единодушно отметили историческую значимость нынешнего момента. По мнению участников, сегодня открывается реальная возможность изменить будущее Кавказа, положить конец войнам, политическим преследованиям, депортациям и многолетним конфликтам, которые на протяжении десятилетий приносили страдания народам региона. Особые слова признательности прозвучали в адрес украинского народа. Выступающие выразили глубокое уважение к его мужеству, стойкости и героизму, подчеркнув, что именно благодаря самоотверженной борьбе Украины за свою свободу и независимость сегодня появилась возможность по-новому взглянуть на будущее Кавказа и начать процесс формирования пространства и мира, сотрудничества и взаимного уважения между народами региона. Участники конференции подтвердили свою готовность продолжать диалог, расширять международное сотрудничество и совместно работать над созданием механизмов, которые будут способствовать укреплению свободы, защите прав народов и построению стабильного и безопасного будущего Кавказа. Конференция стала важным шагом на пути к объединению усилий различных общественных и политических сил, разделяющих стремление к свободному, демократическому и мирному Кавказу. Спасибо, дорогой Михаил. Я приветствую вас, всех участников нашего круглого стола. И в первую очередь хочу искренне поблагодарить организаторов этого форума. Я действительно признателен и благодарен, что сегодня, в этот ответственный
момент в истории наших народов, что есть такие люди, как вы, которые озабочены будущим не только своего народа, но и будущим народов всего Кавказа. Я искренне вам признателен и благодарен. Спасибо большое вам, Ладогам Сахуди и всем тем ребятам, которые сегодня находятся на передовой вместе с чеченцами, с украинцами и с другими нашими братьями с Кавказа и до всего, и со всей России, имперской России, которые сегодня именно из-за войны в Украине почувствовали возможность заявить о себе, потребовать и вернуть себе право, которое дано Всевышним им на право на самоопределение, на свою государственность, право, которое дано им международным сообществом, которым руководствуются все цивилизованные страны. И поэтому сегодня, когда мы говорим о Кавказе и о судьбе народов Кавказа, это исключительно важно, чтобы мы взглянули в нашу историю, что было, и почему нашему врагу все эти века противостояния, кровопролитных войн, геноцидов наших народов, все равно удается сохранять влияние на Кавказе, влияние на наши народы. Это делается это настолько очевидно все, почему и как. И никто велосипед не изобретает. Это старый принцип, опробованный всеми империями, разделять, чтобы властвовать. И вот по сей день этот принцип сохраняется. И, к большому сожалению, империя никогда от этого принципа не откажется, потому что это и есть суть существования любой империи. Это расширение влияния, оккупации народов, оккупации территорий, использование их ресурсов и, конечно же, использование представителей колонизированных народов в новых войнах, новых захватнических войнах. И вот этот принцип мы видим сегодня воочию, сами мы на себе это чувствуем, мы это чувствовали. Когда начались события в Грузии, там появились на стороне наших противников, исконного врага Грузии и Кавказа, на стороне России появились чеченцы, ингуши, другие представители народов. Когда началась война на Кавказе, и в частности в Чеченской республике, и далекую Кавказскую войну, когда Россия только расширяла свое влияние и распространяла свое влияние, договор, заключенный, Георгиевский трактат, так называемый, это являлось предательством народов, которые продолжали свою войну и свою борьбу за независимость, за целостность и за свободу всего Кавказа. И сегодня, когда мы говорим о будущем, мы должны исходить из того, что мы и какие уроки мы извлекли. В недавнем будущем, в недавнем нашем прошлом, царская империя – это геноциды наших народов именно благодаря тому, что они заполучили как плацдарм Грузию, в последующем заняли весь юг Кавказа и разделили Кавказ искусственно на южный и северный. Кавказ – это единый организм, Кавказ – это единое целое, и народы, заселяющие эту страну, у них общая судьба, общность идей, общность религии. Очень много всего, что нас объединяет сегодня. Нас все объединяет, даже наши религиозные различия, они являются не фактором разделения и противопоставления, а фактором, который расширяет нашу возможность, мировоззрение, кругозор. И это должно быть использовано на благо наших народов, но не во вред нам. Поэтому сегодня, когда Михаил или другие ребята, которые находятся в Украине, говорят о Кавказе, заявляют о необходимости единства, это очень отрадно. Я со своей стороны всецело поддерживаю эти инициативы. Я знаю, что нам очень многое предстоит делать, потому что мы знаем, как только начинается разговор о единстве Кавказа, сразу же люди, которые проявляют эту инициативу и начинают над этим работать, они становятся жертвами. Я не буду углубляться в историю наших взаимоотношений с Грузией, с Кавказом, с представителями кавказских народов, с Россией. Возьмем недалекое наше прошлое. 90-е годы, когда распадалась Советская империя. Я не хочу специально, я ухожу от того периода, когда распадалась царская Россия, что происходило на Кавказе. Мы возьмем то, что у нас на памяти, и это недалеком прошлом. Это вот сейчас перед нами мы выросли на этих трагедиях, которые испытали наши народы.
Когда распадалась Советская империя, первые страны, которые заявили о своей свободе и независимости, Грузия, Чеченская республика и ряд других республик. Ряд других республик, которые были готовы подписать СНГ. Они хотели сохранить эту сферу и эту систему. Они подписали, но были те, которые не хотели этого сделать. И среди них была Грузия, которая первая изначально заявила о том, что Грузии национальный суверенитет превыше всего. И вот с этого момента президент Грузии, демократически избранный президент в мире, это были первые и последние выборы, когда демократическая страна во всем мире проголосовала за своего национального лидера больше, чем 90%. Да, мы сегодня знаем, в мире есть страны и государства, которые нам после выборов заявляют о том, что 90%. Но мы знаем, какие это страны. Это Северная Корея, это Россия, это и ряд других тоталитарных режимов, Китай и другие. Но в демократическом мире нет ни одного демократического государства, которые выборы были выиграны вот с таким перевесом. И что произошло буквально за год существования этого государства, как независимого, сумели, используя всю свою технологию, которая была насажена на ментальном уровне среди всех покоренных народов, все эти годы своей советской системы, они раскололи грузинское общество и совершили государственный переворот. И то же самое произошло с Чеченской республикой. Что сделали с Азербайджаном? Азербайджан и Армения. Нагорный Карабах, исконная территория Азербайджана, были поставлены под сомнение и развязали брутальную, жестокую войну между армянами и азербайджанцами. И эта ситуация сохранялась до практически сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня. И мы все на самом деле являемся жертвами. Но сегодня мы все народы и так называемые страны Южного Кавказа, Северного Кавказа, мы должны объединить наши усилия. Мы должны понять главное, что пока в целом не освободится Кавказ, влияние России не закончится. Значит, те провокации, направленные на раздор, направленные на дестабилизацию региона с тем, чтобы в мире мы предстали дикарями, варварами, неспособными сосуществовать с другими соседними государствами, будут создаваться именно этот имидж. И поэтому сегодня, отбросив все наши обиды исторические, современные, на психологическом уровне воздействия, которое оказывалось на нас. Надо это все отбросить и заявить о том, что Кавказ един, и Кавказ – это единый организм. И мы будем бороться до последнего дня, пока все народы, которые находятся на Кавказе, живут в этом регионе, не будут свободны, и им не будет предоставлена возможность определять самим свою судьбу, свое будущее. Я уверен, что мы сумеем это сделать. Приветствую всем, приветствую дорогие гости, приветствую пани Ахмед, приветствую пани Ибрагим и всех. Я, наверное, чуть-чуть отойду сейчас к политической теме, раз уже все поговорили о политике, и практически всем для нас ясность есть для того, чего мы боремся, политические направления, что это свобода Кавказа и наше дальнейшее там экономическое развитие, единство и так далее. И интеграция вместе с цивильным миром. Но тут я хочу отметить, и очень хорошо и умно сказано пани Ибрагима, господина Ибрагима, который сегодня является президентом Кавказского союза. И очень хорошо отметил то, что будет хаос на Кавказе, поэтому сегодня Кавказский легион стремится военное крыло упорядочить и дисциплинировать, также по стандартам НАТО. Да, у нас с 22 года были полевые командиры, были добровольческие войска. Ну, сейчас нам надо и для будущего Кавказа
надо структуризированные войска, которые четко подчиняются в иерархии командирования командира и четко будет исполнять свои задачи. И подчиняться тем органам, которые будут управлять переходной период Кавказом. Поэтому мы сейчас практически сдается возможность у нас украинской армии создать, начинать это с отдельных подразделений уровня роты, который не является ротой батальона, а является спецподразделением прямо под командование командира бригады. И это роты командиром являюсь я, это Кавказский легион. Сначала до 120 человек, который будет практически костяк строиться с командирами отделений, командирами взводов, там 3 взвода, управления, которые есть свой штаб и так далее. Поэтому мы это можем нарастить до батальона, а потом до бригады. Препятствий у нас никакой нету в Украине, с этим все нормально. И переходим из полевого командира, надо вырастить наших офицеров до стратегического уровня. Управление не только одним городом или какой-то километраж поля боя, а целая стратегия боев, антитеррористических операций и сил беспилотных систем, в которых мы сейчас находимся, новые технологии войны, четкие приказы, четкие использование тех оружия, которые сейчас будут в будущем армии. И практически мы есть те единицы из кавказских подразделений, которые вошел официально и находится под именем Кавказский легион. Украинские вооруженные силы обучить нас, их доучить до практики на поле боя именно в этом сил беспилотных систем, который нам очень пригодится в будущем. По возможности мы стараемся обучить наших кавказцев, воинов, начинающие управление с этими аппаратами, заканчивающие командование, и будем стараться дальше на офицерском уровне и выше офицерского уровня, выше офицерский уровень введения тех программ, специальных программ, военизированных программ, которые сейчас являются по стандартам НАТО, очень сложные программы, и компьютеризация полностью, технология полностью. Это даст нам, эти приложения, это которые дает нас, практически этим управляется поле боя сегодня. И я надеюсь, что наше обучение в этом практике пройдет достойно. И еще надо будет усилить наших офицеров кавказских, не имеет значения, это грузины будут, чеченцы будут или азербайджанцы будут, которые у нас есть тоже объединенные. И какой-то объединенный макет создавать, как по стандартам НАТО, который сегодня есть там, для Кавказа тоже создавать такие подразделения, которые будут политически управлению подчиняться четко, по законам, без всяких проблем. Это наш мотив, наша цель. У нас это получается. Да, сегодня может быть слабо, завтра еще будут усиливаться это все, будут возможности. И должны наши офицеры не только поле боя воевать, также тыловые офицеры нам нужны, которые будут с политических кругов, которые возглавлять будут перемены Кавказа, тогда будет постачание вооружения или то же самое экипировка или то же самое финансовый поток в министерстве или подразделение, военном подразделении, которое будет существовать на Кавказе и на которого будет опора сделана. Эти тыловые офицеры должны знать и финансовые потоки, и бухгалтерия, образованность должен быть на высшем уровне, что могли освоить и правильно распределить под подразделением, под четким приказом, под четким документациям юридически, как полагается стандартам НАТО. Наверное, вы понимаете, я знаю и уверен, что вы понимаете, о чем я хочу говорить. Нам нужны кадры, больше кадры. Не только воины, если они воины, все равно дисциплинированные воины. Потому что
военный хаос, мы будем совершать большие ошибки, если у нас будет военный хаос. Поэтому это должен быть структура обязательно четко построена, и мы это в силе делать, и практически мы этим занимаемся, и практически все хорошо идет на этом направлении. Я вижу, что в будущем, когда сейчас уже в Крым видим, какая ситуация в Крыму, люди бегут, как мы видим, как в оккупационных территориях происходит ситуация, я думаю, долго не потянет Россия, начнутся внутренние бунты, и как раз я приотвернусь словами господина Ибрагима, что это сейчас надо уже нам думать, больше надо уже видеться, не только в видеоконференции, и видеться, и подумать, если мы хотим не только останавливаться в Грузии, когда восстановить территориальную ценность, или Молдова, на этом, если мы смотрим на Кавказе, нам надо уже четко, запланированно, со своими боевыми подразделениями, опытами и также политическим кругом общаться тесно. Это уже надо нам, потому что скоро начнется на России распад. И что другие силы, которые сейчас имеют просто финансовые деньги или и еще которых подрастили там России, что сразу не оказались в тех местах на Кавказе, которых мы претендуем управлять Кавказом, и у нас есть свои видения, и управлять с нашими странами, ну, я имею в виду, совместно будем, все мы претендуем для того, чтобы наши страны поставить на ноги и быть свободными. Поэтому, что нас не перехитрили, так грубо говоря, и не поставили там тех людей, мы боремся годами, а там поставят уже тех людей, которые опять нужен врага, и я уверен в том, что уже подрастается, и есть такие люди, которые, ну, по Грузии скажу, что есть в оппозиции те люди, которые хотят замена при Иванишвили, поставят там во власти, и что мы боролись, практически нас подвинут, и практически это уже, это такой процесс работает, но мы еще держимся на наших силах, где их ресурсы, а где наши ресурсы. Поэтому нам надо, мы надеемся, поддержку Ичкерии, власти Ичкерии, также поддержку со стороны Народного парламента Азербайджана, ингушского и всех, потому что знаем, что если с Грузией не начнется порядок, и Армения и Азербайджан уже практически решили свои проблемы в международном уровне, и в военном плане тоже завершился все, и остался только на Южном Кавказе Грузия. Грузия как восстановит свою территориальную ценность и укрепит свою территорию, суверенитет, тогда уже будет возможность, или параллельно будет уже возможность думать о Чечне. Тут у меня такое видение по поводу Северного Кавказа, я 2 слова скажу, не буду отнимать время. Северный Кавказ самый активный, и которого есть шанс, исходя с тем, что мы разговаривали на украинском политическом, выше поставленных людей украинской политики, и пан Ахмед тоже там был, и Литве, Латвия и Молдавия, когда я встречался с президентом Майя Санду, госпожой, тогда у меня осталось такое впечатление, что из Северного Кавказа большой шанс, и видно это на международном уровне, есть у Ичкерии, потому что оно признано практически и в Украине тоже, и в Грузии тоже, которая была основа. И второй республика – это Черкесская республика, которые боролись за это, и черкесы подавали правильные все документальные исторические документы и добились того, что геноцид признал украинская сторона. Также и Грузия признал геноцид. Так что это 2 страны ключевые Северного Кавказа, которые первые могут уже какие-то контуры имеют и международные признания имеют. Поэтому хорошо было бы, что ингушского народа поддержать, помочь, что ингушский народ и те люди, которые претендуют в будущем демократическом и свободном Ингушетии прийти к власти, работать больше на международном уровне, объединить свои силы среди народов Ингушии и добиваться
какое-то признание, больше признания. Не то, что был в Украине. В Украине был первый шаг, но это недостаточно. Еще надо дальше продвигаться в этом направлении. То же самое и Дагестана касается. И думаю, что если еще какой-то помочь надо из Грузии и Чечни, я думаю, мы поможем их, что они тоже подняли свой голос в международном и больше четко видны были их планы, их борьба за свободу, как видно Ичкерия везде, как видно черкесов везде. Ну, это было бы очень хорошо, и я думаю, что мы в этом тоже поможем, чем можем. И время не ждет. Думаю, что Литва, Латвия и Польша надо, что признали тоже, хотя бы прибалтийские страны очень нас поможет в борьбе, когда признают они ичкерийскую независимость, уже там и пан Ахмед уже по этому поводу работает, и это очень хорошо. Если надо наше подключение, где-то мы с удовольствием поддержим со стороны Грузии. И черкесский геноцид. Хорошо было бы, что Латвия и Литва сейчас начал бы работать на то, что это все равно европейские страны, и нам очень нужно признание европейских стран. И нам надо показать еще один момент, что хорошо было бы, что в центре Брюсселя мы вот тем количестве, не количестве, тех количестве национальностей с Кавказа показали очень аккуратный. Или акция до 500, до 1000 человек, где будут все кавказские флаги, из грузинские флаги, чеченские флаги, и показать наш уровень проведения пресс-конференции, это будет, конференция будет или акции будет. И еще раз в сердце с Европы показать наше намерение, какой мы хотим Кавказ, и что мы боремся еще за свободу. Кавказ – это земля сильных людей, сильных народов, великой историей, традициями, обычаями. И поэтому, и только поэтому на протяжении веков наши народы подвергались гонениям, геноцидам, навязывались войны, использовались наши народы в войнах в интересах России. Если бы не эти навязанные войны, депортации, геноциды, которые имели место на протяжении веков, то численность сегодня кавказских народов была не 25-30, наверное, более сотни миллионов. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с этими фактами. Я был свидетелем, я военный, профессиональный военный, и смотрю на все происходящее глазами военного, хотя и бывшего. Вот. Я был свидетелем событий 90-х годов, на которых останавливались наши друзья, и в частности Ахмед Закаев, к которому отношусь с огромным уважением. Значит, я тогда проходил службу в штабе Закавказского военного округа. Значит, тогда, когда уже стало ясно, что сохранить союз в том составе будет невозможно, но сохранить контроль над регионами, особенно республиками Кавказа, важен для России, чтобы избежать войну внутри и распад России, они начали навязывать нам вот эти войны. К сожалению, нашлись и внутренние наши враги, которые пошли на поводу. Вот. Навязали нам войны, оккупировали территории как в Грузии, так и в Азербайджане. Геноцид в Ходжалах, в Сухуми, вы знаете, последующие в середине 90-х годов. Это, значит, в Чечне, где погибло свыше 300 тысяч чеченцев. И все это повторяется. После 30 лет все это имеет место сегодня в Украине. Ничего не изменилось. И сегодня очень важно нам, кавказцам, проявить солидарность. По крайней мере, те, которые сегодня занимаются проблемами Кавказа, ведут борьбу за будущее своих народов, объединить наши усилия. Вот трагедия 90-х годов, которая имела место, значит, в Грузии, в Чечне, в Азербайджане,
Все это имело место по причине нашей разобщенности. Это заявляю с полной ответственностью. Почему? Потому что идея была выдвинута в 1991 году покойным Джохаром Дудаевым о конфедерации, о объединении наших кавказских народов. Но, к сожалению, тогда у нас времени и возможности не было объединить усилия. Но попытки оказать какое-то содействие и помощь были. В Азербайджане после ходжалинской трагедии, вы знаете, геноцид в Ходжала, когда был уничтожен целый город российской армии, 366-й мотострелковый полк, первыми, кто отозвался на наше горе, на горе азербайджанцев, были чеченцы. Вот. Тогда покойный Джохар Дудаев направил туда сотни чеченцев. И мы всегда чувствовали плечо наше. В 2008 году, когда была война в Грузии, значит, несколько наших бойцов грузинских попали в плен. А вы знаете, что с ними бывало, значит, в плену у русских. Их тогда чеченский батальон «Восток» вот, под грузинским флагом вернул их нашим грузинским командирам. Я это заявляю с полной ответственностью со слов того командира, который принимал тех самых людей, которых передавали наши чеченские братья. То есть на протяжении вот нашей ближайшей истории были такие попытки содействия, сотрудничества. Но сегодня политическая ситуация в корне изменилась. Особенно война в Украине предоставила нам возможность, может быть, впервые за многие десятилетия, а может даже и за столетия, наконец-то положить конец тем самым гонениям, войнам, которые имели на протяжении веков. Но очень важно сегодня, как я сказал, объединить наши усилия. На политической арене ведется определенная работа, но, к сожалению, имеют место и взаимные обвинения, публичные причем, что категорически, значит, возмутительно и недопустимо с нашей стороны. Все это только на руку нашим врагам. На политической арене, как бы мы ни делали, как бы мы ни старались, вот на протяжении многих лет, я знаю, и с глубоким, я сказал, уважением отношусь к Ахмеду Закаеву, многое сделано, и сегодня делается многими. Ахмед Закаев, Джамбулат, там есть очень много тех, которые работают на международной арене. Но, несмотря на это, сегодня в Европе так называемые или называющие себя демократами, либералами, Ходорковские, Яшины, там, Навальный делают жесткие заявления о том, что вот мы, Кавказ наш, мы завоевали, и если надо будет, мы будем воевать. Надо быть ко всему готовым. Если, я говорю, в 90-е годы у нас не было той возможности, то у нас достаточно времени сегодня, достаточно времени и возможностей, чтобы быть готовыми ко всему. Еще трудно предсказать, как будут развиваться события. Вот наш друг Рустам, он сказал, да, война может затянуться, но еще неизвестно, на каких условиях она остановится. Но ясно одно, я еще раз говорю, с позиции военного, хотя и бывшего, Россия, она истощена. У них нет тех возможностей и тех сил, которые могут сегодня направить, значит, на Кавказ. Если в середине 90-х годов Россия всей своей мощью бросилась на Чечню и проиграла Первую Чеченскую войну, то сегодня у них нет этих войск. У них нет. И у нас это возможность положить конец, как я сказал. Сегодня не решается судьба какого-то конкретного народа на Кавказе, конкретных каких-то границ. Сегодня решается судьба целого Кавказа. И только вместе, совместными усилиями мы можем предотвратить те самые угрозы, те самые трагедии, которые имели место. У нас в Грузии говорят, я сам из Грузии, но азербайджанец, у нас в Грузии говорят «Дзмау Дмитра Хардлери», «Брат братом ты силен». Политической, значит, составляющей делается многое, но несмотря на все это, я еще раз повторяю, на протяжении многих лет нас, кавказцев, представляли как убийц, жестокими. Сейчас называют нас бандитами. Вот этот Яшин новоявленный, который создал вроде бы какую-то партию, говорит, что там создадут там несколько бандитов, создадут государство там и прочее. Видно то, что мирного развода не будет. Поэтому я еще раз повторяю, мы должны быть готовы ко всему. То, что касается, я сказал, политической составляющей, делается очень многое. Вот. По поводу того, что сказал вот наш друг, брат Ладо,
вот, силовой составляющей. Тут очень многое предстоит нам сделать. Я вот был в Украине, мы много раз встречались с нашим другом Михаилом и с другими друзьями обсуждали некоторые вопросы силовой составляющей. Ну, я думаю, что еще многое предстоит, и очень надеюсь, вернувшись в Украину, мы продолжим вот эту работу. Спасибо за внимание, и еще раз благодарю всех тех, кто принял участие в этой конференции. Вот. Мы обязаны быть вместе и совместными усилиями продолжить эту борьбу. За последние 5 лет новейшей истории, как началась война в Украине после нападения Российской империи, мы очень часто говорили о единении, проводили очень много мероприятий, но, к сожалению, по сегодняшний день какой-нибудь действенной схемы, по которой мы могли бы объединиться и начать работать и действовать, в общем, пока не выработано. Времени катастрофически мало, учитывая те события и как вообще история происходит в пределах Российской империи. Мы завтра утром можем проснуться в совершенно других условиях. Те, кто постарше, наверное, помнят, что мы легли спать в Советском Союзе, а проснулись уже в Российской Федерации, скажем так. За одну ночь мы даже 3 дня не верили в то, что происходит, но потом уже увидели воочию, что Советского Союза нет. Примерно то же самое может в любое время случиться и с Российской Федерацией, так называемой империей. И вот здесь мы должны быть готовы. Я думаю, что никто из нас до конца не готов к такому обороту событий. А вызовы будут очень серьезными. Мы помним, с кем и с чем имеем дело. Огромная государственная структура в виде ФСБ, Министерства обороны, скажем так, в общем, обобщим, Кремля. У них колоссальный опыт обращения с национальными народами, как надо их травить друг на друга, как их направлять в нужном направлении и как их удерживать в рамках Российской империи. Мы видим, что новая, скажем так, либеральная оппозиция, она имперская. Они даже не допускают мысли, что народы могут получить право на самоопределение, что Российская империя может расстаться. Они нам предлагают отсыпать побольше прав и продолжать так жить в пределах этой империи. Если 3 раза наступаешь на одни и те же грабли, это уже получается проблема психиатрическая. Поэтому мы должны сделать все, чтобы мы на эту уловку опять не попались. Хотя у нас есть и соратники, которые об этом думают. Некоторые даже заявляют, как мы будем жить без России. Основная масса нашего народа подвержена этой идеологии. Они сразу думают о пенсиях, о зарплатах, кто будет ремонтировать наши дороги. Это уровень образования и мышления нашего народа. К сожалению, мы все подвержены этому давлению, все наши народы подвержены этому давлению, и нам крайне важно с этим уже начать сейчас работать. Конечно, просто так нам на блюдечке право на самоопределение не принесут. Свободу никто не дарит, свободу обычно завоевываться. И для нас очень важно сейчас выработать схему консолидации и взаимодействия. Особенно это важно для Северного Кавказа. Северный Кавказ всегда Россия раздирала разного рода противоречия. Территориальными, национальными, да какими только, какая только проблема не становится у нас конфликтной. Поэтому
Все это крайне важно ликвидировать сейчас. По крайней мере, выработать механизмы, которые будут над этим работать. Вряд ли мы сможем этого все, в общем, обойти. Мы обязательно со всем этим столкнемся. Постоянно говорить о консолидации, о единстве, о братстве, это, конечно, нужно, это все хорошо, но этого недостаточно. Нужны конкретные меры, которые бы объединяли нас. Для этого прежде всего надо объединиться нам, тем, кто это говорит, тем, кто над этим работает. Если мы не сможем сейчас создать одну крепкую консолидированную группу, которая может принять власть на Кавказе, мы будем говорить о Кавказе, потому что объемно, в общем, всю Россию вряд ли мы, в общем, сможем потянуть. У нас нет ни ресурсов, тем более те силы, которые сейчас представляют российскую оппозицию, они категорически против. Они станут нашими оппонентами, если не врагами, мягко выражаясь. Поэтому ко всему этому для нас крайне важно уже начать готовиться сейчас. Но я не думаю, что здесь надо вам все это подробно разжевывать. Идея такая, да, надо постараться сейчас отложить все вопросы, которые нас разъединяют, и хотя бы на этот период, очень важный для нас, для наших народов, консолидироваться на тех вопросах, которые нас объединяют. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые участники. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за приглашение и возможность принять участие в этом важном для меня круглом столе. Меня зовут Эльдар Гамидов. Сегодня я участвую в этом встрече как депутат Национального парламента Азербайджана, Народный парламент Азербайджана. Наш парламент был создан потому, что миллионы граждан Азербайджана хотят видеть свою страну демократической, правовой и свободной. Мы выступаем за верховенство закона, уважение прав человека, свобода выбора и построение демократического государства. Мы убеждены, что демократический Азербайджан станет важной частью свободного и стабильного Кавказа. Ведь невозможно построить по-настоящему безопасный Кавказ без свободы и демократии в каждом стране региона. Я уверен, верю, что будущее Кавказа должна быть принадлежит не войнам, а конфликтам, а сотрудничеству, взаимное уважение и добрососедство. К сожалению, агрессивная политика нынешней и всегда вообще-то российского руководства принесла многим народам нашего региона страны войны и нестабильность. Мы искренне надеемся, что все народы Кавказа смогут жить свободно, самостоятельно определять свое будущее без внешнего давления и вмешательства. Свободный, демократический и мирный Кавказ отвечает интересам не только наших народов, но и всей европейской международной сообщества. Именно поэтому мы продолжим нашу мирную борьбу за демократию в Азербайджане, будем поддерживать сотрудничество со всеми, кто разделяет ценность свободы и справедливости человеческого достоинства. Желаю всем народам Кавказа, моим братьям, свободы, просвещения и достойного будущего. Большое спасибо. Я еще хочу добавить от имени моего лидера Абильфаза Эльчибая, первого президента Азербайджана, первого и последнего президента пока Азербайджана, демократического президента, он всегда так говорил. Пока Российская империя, так называемая империя, не развалится, эти народы никогда свободны не будут. Я верю в эти слова. Еще добавлю великого сына чеченского народа Джахара Дудаева, который говорил:
единственный народ, который не имеет никакой морали, никакой ответственности, никакой веры. Это вот русский народ. Этот народ в течение 200 лет не дает ни себе жить и ни соседям. Пока эта империя не разрушится, братья мои, это народы, которые действительно великие народы, кавказские народы, мои братья, они должны жить свободно, пока не распадет этот иг российский. Мы не будем свободны. Мы, парламент Азербайджана, убеждены, что только нашими усилиями вместе мы можем победить это зло. Отдельности, вот я говорил, 200 лет отдельности мы каждый по-своему боролись и ничего не добились, и невозможно добиваться. Поэтому все мы должны свои усилия объединить и победить это зло. Какие-то блоки и союзы государств, мощных экономически. Чтобы эту поддержку получить, нам надо сегодня уже, если не вчера, работать с западными политиками. Убеждать их в неминуемости. В том, что предложения так называемых хороших русских не рабочий для них вариант. То, что предлагают сегодня, любые предложения, исходящие от, значит, российской оппозиции, внутри России, они все предполагают, значит, перестройку этой империи, косметическую перестройку. Ничего не изменится, пока эта территория будет существовать в том формате, в котором она существует уже несколько столетий. Кроме этого, я считаю необходимым использовать ресурсы не только кавказских народов, но и ресурсы тех народов, которые проживают, из которых вообще состоит эта Россия. Мы говорим Россия, Российская Федерация, и в принципе у нас в голове укладывается такой как бы образ. Это Москва, всего-навсего Москва. Но Россия состоит из Татарстана, Башкортостана, Якутии, Чукотки, там, других каких-то народов. И эти народы объединены, эти народы, вот я, кроме того, что занимаюсь проблемами своего народа, я еще участвую в работе Лиги свободных наций, которая объединяет около 11 народов других. Нам необходимо подойти к предстоящему неминуемому хаосу во всеоружии. И работать нам надо сегодня уже на практическом поле. Вот уважаемый Ладо очень хорошо отметил вот именно работу боевого крыла. Нам надо заходить на территорию уже сегодня, потому что сегодня идет насильственная мобилизация, репрессии. Наших молодых и не очень молодых людей арестовывают под разными, значит, предлогами, выдуманными уголовными статьями, подвергают пыткам и тех, кто ломается, насильственной мобилизации. Это происходит, ну, количественно, но это исчисляется десятками в сутки. Поэтому на территорию надо заходить сегодня. Конечно, сегодня времена Че Гевары, как говорится, в прошлом. Никто не говорит о том, что необходимо сейчас с маузером там бегать по лесам и горам. Нет. Технологии нам позволяют уже обеспечить свое присутствие. Для этого нам необходима общая структура. Вот каждый из нас в отдельности, работая со своим народом, получает определенную информацию. Где-то мы можем его использовать, где-то не можем, потому что у нас не хватает ресурсов. Но когда мы все вместе, когда мы вместе обмениваемся информацией, вместе анализируем ее и вместе, складывая ресурсы, переводим его в практическую плоскость, мы осуществим полное присутствие на наших территориях. То есть люди
на этой территории поймут, что власть не в Кремле, а власть здесь, у представителей этих народов. Слушаться надо сюда. Людей надо уже к этому приучать. И людей, и тот, значит, ту вертикаль власти, которая кремлевская находится там, они должны чувствовать наше присутствие, наши приказы, наши требования. Они должны, значит, чувствовать их эффективность и последствия того, если не будут, значит, осуществляться на практике наши требования, если не будут воплощаться. И вот этот круглый стол, я почему говорю, что очень важный, я считаю, очень своевременный. Мы должны к практической стороне дела, значит, больше обращать внимание на практическую сторону дела.